Люди всегда чего-то боятся. Болезней или старухи с косой. Кто-то боится крыс или темноты. А есть и те, кто боятся замкнутых дверей. Я же один из тех, кто боятся тишины. В большом городе нет проблем с тишиной, а в 4 стенах я боролся с ней весьма банальным способом. И все бы ничего, но однажды ночью я проснулся и больше уже не мог заснуть. Чего только я не испробовал.
Я уже было совсем отчаялся. Но тут сверху заселилась новая соседка. И вот каждую ночь, ровно в 23:40, ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. мой потолок ходил ходуном, Dans les rues, но это было лучше всякой колыбельной, и я спал как младенец. ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a shooté les canettes. Но вскоре соседка куда-то пропала, и кошмар продолжался. Каждую ночь он приходил снова, снова и снова.
Говорят, что если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой никто не следит. Вскоре я привык к своему новому приятелю. Каждый раз, когда он появлялся, в комнате становилось светлее. Этот свет манил к себе и успокаивал. Однако свет становился все ярче и ярче. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be out you. И снова тишина. Бля, буду море, бля, буду чайки, бля, буду солнце под потолком. Резиновый дом, зеркальный